Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Город Аркадак празднует свою первую годовщину со дня открытия. Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами новых объектов здравоохранения в Ашхабаде. В Ташкенте пройдет выставка товаров, сделанных в Туркменистане, и другие новости. Сегодня город Аркадак празднует свою первую годовщину со дня открытия. По этому случаю президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание жителям города и всем туркменистанцам. Кроме того, глава государства подписал постановление по строительству второй очереди умного города. В частности, документом разрешено соответствующим учреждениям и предприятиям заключать договоры с местными строительными компаниями. Постановление предписывает сдать все объекты с полной готовностью к эксплуатации в сентябре 2026 года. В Ташкенте 15-16 июля пройдет выставка продукции и товаров, сделанных в Туркменистане, которая будет организована в рамках заседаний совместной туркмено-узбекской комиссии и Туркмено-узбекского делового совета. Об этом доложил на заседании правительства вице-премьер Батыр Аддаев. Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Республика Узбекистан является близким партнером Туркменистана и распорядился должным образом подготовиться к предстоящим заседаниям. Председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку по столице, где ознакомился с проектами строящихся объектов здравоохранения. Национальный лидер туркменского народа посетил стройплощадку Международного реабилитационного центра и побеседовал с председателем правления компании «Ренессанс Холдинг» Эрманом Илыджаком. Глава Халк Маслихаты ознакомился с проектами нескольких медицинских учреждений и подчеркнул важность сочетания национальных традиций зодчества и современных технологий при строительстве. В ходе встречи была представлена информация о деятельности благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. В этот же день Гурбангулы Бердымухамедов посетил Международный Ахалтекинский конно-спортивный комплекс в городе Аркадак. Председатель Халк Маслихаты осмотрел условия содержания лошадей и пообщался с персоналом комплекса. В ходе визита национальный лидер совершил конную прогулку на скакуне по имени Ханбек. В Абу-Даби 7-8 ноября пройдет форум «Торговля, инвестиции и бизнес-возможности в Туркменистане». Форум будет организован в рамках Всемирной выставки, посвященной нефтегазовой и энергетической отраслям, новым технологиям и передовым разработкам. Начиная с августа 2024 года самолеты агентства «Туркмен Хаваялары» будут осуществлять рейсы между Ашхабадом и Куала-Лумпуром 2 раза в неделю. Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Известная сеть ресторанов быстрого питания Black Star Burger, основанная музыкантом и предпринимателем Тимати, анонсировала открытие нового заведения в столице Туркменистана. По информации, размещенной на официальном сайте бренда, запуск ресторана запланирован на осень 2024 года и состоится в торгово-развлекательном центре Ашхабад. На склонах высочайшей вершины мира горы Эверест происходит тревожное явление. Глобальное потепление приводит к таянию снегов и льдов, обнажая тела погибших альпинистов, десятилетиями скрытые под толщей снега. Удивительно, но некоторые тела, благодаря экстремально низким температурам, сохранились практически в неизменном виде. Погибшие альпинисты обнаруживаются в полной экипировке. Компания Google значительно обновила свой онлайн-переводчик, добавив в поддержку 110 новых языков. Это крупнейшее расширение функционала сервиса за всю его историю. Среди новых языков представлены аварский, башкирский, чеченский, осетинский. Особое внимание уделено также африканским языкам. В Лозанне состоялась встреча главы Национальной федерации тяжелой атлетики Туркменистана с генеральным директором Международной федерации тяжелой атлетики. В ходе переговоров обсуждались перспективы проведения международных и региональных турниров по тяжелой атлетике в Туркменистане, организация обучающих семинаров с привлечением зарубежных специалистов, а также вопросы подготовки спортсменов. Отметим, что важным итогом встречи стало официальное приглашение туркменского судьи Чары Мамедова для работы на соревнованиях по тяжелой атлетике на предстоящих Олимпийских играх в Париже. Лос-Анджелес Лейкерс сделали исторический выбор во втором раунде драфта НБА, взяв 19-летнего Бронни Джеймса, сына легендарного Леброна. Это событие станет первым случаем, когда отец и сын будут выступать за одну команду в НБА. Леброн Джеймс отметил это знаменательное событие, опубликовав в своем аккаунте в соцсети трогательное фото 2007 года, на котором маленький Бронни присутствует на матче отца. Подпись к фотографии гласит «Наследие». На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.